Сотрудникам по делам несовершеннолетних грозит уголовное наказание. Проведены проверку по факту убийства 9-летней девочки плоскогубцами. Ночевали под открытым небом. В Ленске рухнула крыша жилого дома. Кто понесет ответственность? Макар, Аврора, Захар, Игнат и Милена – редкие и популярные имена в Алдане. Это новости в прямом эфире, в студии Юлия Великодная. 28 марта стало днем национального траура по погибшим при пожаре в Кемерове. Ложные сообщения о жертвах пожара распространял иностранный пранкер, сообщил официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Авторы и создатели в каждом фейковой новости стараются получить или финансовую, или политическую выгоду. Поэтому здесь актуальным становится именно уровень информационной компетентности самого человека. Да? Есть такое понятие, как свойство информации, достоверность. Любое событие, может быть это радостно, может трагично. Здесь это как бы лакомый кусочек именно для таких новостей. Сегодня в день траура на административных зданиях приспущены флаги. Развлекательные мероприятия перенесены, изменилась и сетка вещания каналов республиканского телевидения. Учреждения культуры снимают с программы мероприятия, запланированные на сегодня. Саха-театр отменяет спектакль «Алгыз». Приобретенные билеты можно вернуть в кассах. Коллектив Саха-академического театра имени Аюнского выражает глубокое соболезнование всем гражданам Кемеровской области. Также Государственный цирк Якутии в связи с трауром отменил цирковые представления «Доктор Айболит» 28 и 29 марта. Билеты можно обменять на любой другой день. Коллектив цирка выражает глубокое соболезнование всем жителям Кемеровской области в связи с трагедией. Кемеровская трагедия стала отправной точкой для сотен проверок торговых центров по всей стране. Инспекторы пожарной охраны Якутска уже осмотрели торговые комплексы. В рейд отправились и корреспонденты Якутии-24. Сейчас мы находимся на втором этаже торгового центра. И для того, чтобы провести наш эксперимент, поедем на самый верхний этаж и попробуем найти эвакуационный выход. А для того, чтобы узнать, сколько времени нам для этого потребуется, я буду засекать таймер. Запускаем таймер. Сколько времени нам потребуется для того, чтобы выйти из здания. Для того, чтобы выйти из здания, нам потребовалось всего минута и 40 секунд. Мы имеем 6 выходов эвакуационных. 2 основных, это первый и второй этаж центральные. И по бокам, еще 4 эвакуационные лестницы. Можем сейчас посмотреть во время сеанса, открыты у вас двери или нет? Конечно, можем. Двери открыты всегда, здесь штора для того, чтобы свет не попадал. И второй выход мы можем обойти с той стороны. С большого зала 2 выхода с той стороны и с этой стороны. Использована ткань противопожарная, которая также должна блокировать. Но не все так радужно оказалось в других торговых центрах столицы. В частности, одно из популярных среди жителей и гостей Якутска место прямо в центре города показалось нам не самым безопасным. На 5-м этаже один из выходов оказался перекрытым. Побежали через другой, но внизу нас ожидали закрытые на ключ двери и в полной темноте. Выход мы нашли, но для этого нам пришлось вернуться и потерять драгоценное время. Однако в силу многих причин мы могли увидеть только малую часть происходящего в помещениях. А от зоркого глаза специалиста они точно не ускользнут. Во время уже официального рейда инспектор пожарного надзора в торгово-развлекательном комплексе столицы указала на несколько недочетов. Вот эти стеллажи отсюда можно будет убрать, потому что по направлению выхода они у вас стоят. Нарушения пообещали немедленно устранить. С другими замечаниями тоже не стали спорить. Все эвакуационные пути выхода должны быть открыты на момент нахождения людей в здании. В ночное время, да, когда людей нет в здании и там из персонала 1-2 человека, это возможно. В целом, грубых нарушений, которых сотрудники не смогли бы исправить незамедлительно, инспектор не зафиксировала. На то, что любая мелочь в экстренной ситуации может сыграть свою роковую роль, неоспоримо. Саргалана Захарова, Илья Сыромятников, Якутск.
В стране прошла акция в память о погибших при пожаре в Кемеровском торговом центре. В подобных акциях принимают участие более чем 20 городов страны, в том числе и Нерюнгри. Наши коллеги передают с места событий. Жители Нерюнгри в день траура по всей России собрались возле памятника Святой Варвары, чтобы почтить память погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» города Кемерово. На главной площади города проходит траурный митинг. Люди возлагают цветы, игрушки и ставят свечи рядом с памятником Святой Варвары. Там же проходит траурный молебен. Многие жители города пришли на митинг со своими детьми. Страшная трагедия, которая произошла 25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово, в результате которого погибли более 60 человек, и большинство из них дети, не должна повториться. Нюрнгринцы скорбят о невосполнимой утрате и приносят свои соболезнования семьям погибших. В Нюрнгринском районе сегодня приспущены государственные флаги, отменены все развлекательные мероприятия. В гибели ребенка частично виноваты и органы опеки. К такому выводу пришла прокуратура после проверок. Речь идет о резонансном деле об убийстве матерью 9-летней девочки плоскогубцами. Ранее женщина была лишена родительских прав на старшего сына. Позднее она родила дочь, которая содержалась в соцучреждениях и часто оставалась под присмотром посторонних. Прокуратура настаивает, что должностные лица отдела опеки не приняли каких-либо мер по защите ребенка. Факты неисполнения обязанностей установлены в отношении инспекторов ПДН и социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Далее проверкой займется Следственный комитет, а сотрудникам по делам несовершеннолетних грозит уголовное наказание. До 6 лет лишения свободы за хищение с банковского счета или воровство электронных денег. Законопроект об этом принят во втором чтении. Теперь кража с банковских карт квалифицируют как мошенничество. По словам главы Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, сейчас многие злоумышленники списывают деньги со счетов небольшими суммами. За это грозит административное наказание. Но общая сумма хищения может быть солидной. В связи с этим депутаты и решили ужесточить наказание и сделать его уголовным. Отмечу, что за прошлый год со счетов граждан таким способом украли 2 миллиарда рублей. В Ленске под тяжестью снега рухнула крыша жилого дома. ЧП произошло на улице Якутская, дом 27. Почему полуметровый сугроб не убрали вовремя и кто за это несет ответственность, смотрите в следующем сюжете. Ночевали почти под открытым небом. Жители дома номер 27 по улице Якутской остались буквально без крыши над головой. Все случилось около 10 часов дня в минувший понедельник. Покой жителей нарушил резкий хлопок на крыше. Что обрушилась крыша, поняли не сразу. В квартире сразу под местом обрушения находился несовершеннолетний ребенок. Он не пострадал, отделался легким испугом. Сосед мальчика Леонид Шлыгин, также проживающий на втором этаже, в момент обрушения кровли дома не находился. Позвонили соседи. В квартиру вроде снег не проникло, ничего. Удар был, говорит, хороший. Мальчишка напугался, конечно, сильно. Ничего не происходит. Они просто, говорят, приехали, снег счистили, все, и уехали. Больше ничего не происходит. А как вообще вы сами всем домом, как у вас прошла эта ночь? Прошла как ужасно. Супруга собиралась уехать к матери, потому что страшно, действительно. Жители дома говорят, что подобного стоило ожидать. Дом трещит по швам не первый год. Давно находится в аварийном состоянии. Это подтверждает состояние самих квартир и подъездов. У нас жилье вообще, сами видите, что у нас происходит. У нас балки под низом, грибок, летом от мокрицы у нас. Все гнилое. Администрация на что нам руками разводит и ничего вообще. В городском отделе ЖКХ обрушение кровли связывают с разрушением балок. Его повлекло ненадлежащее содержание крыши ответственной управляющей компанией. Штраф, который, возможно, она получит, может достигнуть 250 тысяч рублей. Предварительно с управляющими компаниями было проведено совещание 8 февраля этого года. Со стороны прокуратуры были выставлены предупреждения об уборке снега, проводились комиссионные выезды, но управляющая компания ОЛПЖХ, с данного дома снег не был убран. По результатам выезда установлено, что там слой снега более полуметра. В результате того, что дом аварийный и ветхий, конструкции провалились под весом снега.
В доме работают все системы жизнеобеспечения – вода, свет и тепло. Но несмотря на это, некоторые квартиры пустуют. Жители не верят, что в собственном доме находиться безопасно. И надеются, что в ближайшее время их переселят. Пока никто не пострадал. Марина Крутихина, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край». К другим темам. Егор Борисов назначил Афанасия Владимирова на должность руководителя департамента по внутренней политике. О своем решении руководитель региона сообщил в ходе совещания с главами муниципальных образований. Ранее департамент возглавлял Василий Гуляев, а Афанасий Владимиров руководил Министерством молодежи и семейной политики. Вовлечение детей и молодежи в активную социальную практику, трудовое воспитание – это основные приоритеты в организации воспитательной работы. В СВФУ прошел научно-методический семинар, посвященный приоритетам государственной политики в сфере образования. Семинар организован в рамках научной школы управления модернизационными процессами в образовании. Член Совета по русскому языку при правительстве России Резеда Мухаммедшина в своем выступлении отметила, что сегодня идет обсуждение проекта госстандарта в области преподавания русского языка и литературы. Проект подпишут в мае. Он предполагает 235 произведений русской классики, которые должны быть обязательными для чтения. В этих списках должны быть произведения, в которых главным героем является сам ребенок, сверстник, ровесник. Потому что мы очень часто предлагаем произведения, в которых главным героем является взрослый дядя, взрослая тетя. А дети хотят читать о таких, как они, сами. Их очень волнует взаимоотношения ребенка и взрослого, взаимоотношения в семье, взаимоотношения в коллективе. И сегодня эти проблемы очень чрезвычайно важны. И в завершении выпуска. Как лодку назовешь, так она и поплывет. Согласно другой народной мудрости, имя определяет судьбу. Помнят ли об этом современные родители и чем они руководствуются в выборе имен? Какие имена сегодня являются распространенными, а какие редкими, продолжат наши корреспонденты. Степан, Захар и Виолетта. Никакого диссонанса здесь нет. В одну группу могут ходить Игнат и Милена, а за одной партой зачастую оказываются Макар и Аврора. Необычному имени сегодня мало кто удивляется. Таковы тенденции последних лет. Молодые родители нарекают своих чад либо старинными русскими, либо иноязычными именами. Выбор иностранного имени ребенку в большинстве случаев продиктован не столько личными увлечениями, например, античностью или эпохой Возрождения, сколько происхождением родителей. Самыми популярными мужскими именами на протяжении уже многих лет остаются Максим и Александр, а женскими – Анастасия и София. Редкие мужские имена – это Яков, Филипп, а женские – Эмилия, Ерика, Ирина, Эльза. Массовая склонность к старинным или иноязычным именам у алданских парней заметна. Впрочем, сотрудники отдела ЗАГС проследили иную тенденцию, прямо связанную с датой рождения малыша и, соответственно, с периодом нахождения мамы в роддоме. Очевидно, окончательное решение принимается именно там. 9 месяцев ожидания хватает не всем родителям, чтобы определиться с именем. Мы замечаем, что идут имена, вот в роддоме, видимо, мамочки лежат, родили несколько мальчиков, и у нас идут подряд имена, например, там 3 Александра, либо там 4 Софии подряд, потом раз меняются. Видимо, друг с другом поговорят как-то вот. В выборе имени сыну или дочери родители чаще ориентируются только на личные предпочтения. Сегодня гораздо реже, чем раньше, называют детей в честь, например, бабушки или дедушки. Еще меньше пар оценивают сочетание имени с отчеством. Однако подавляющее большинство родителей, определившись с именем, интересуются его происхождением и значением, а также соотносят имя со святочным календарем. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. К этому часу у нас все новости. Оставайтесь с нами.